Анжела Пельчима узнала о пропаже своего сына от родственников. Ей позвонили и сообщили. Когда Найдан вместе с дядей возвращались домой, на них напали неизвестные. Они поехали в тайгу на сбор орехов. Его нет уже несколько дней. Утром мне позвонила жена дяди и спросила, Найдан пришел домой или нет. Этот дядя сообщил своей жене, что находится на Чапанской стоянке, и просил забрать его оттуда. Он говорил, что на них напали неизвестные пьяные и избили их. Эта информация оказалась ложной. Потом Анжела Пельчима услышала страшную новость. Ее сына Найдана убил собственный дядя и еще один неизвестный мужчина. Все произошло в селе Бюренхем. Куда спрятали тело, до сих пор неизвестно. Эти мужчины и дядя дали следующие показания следователям, что, избивая, следом ударили топором в голову, а куда спрятали его тело, до этого дня неизвестно. Убитая горе-мать самостоятельно ищет тело Найдана. В круглосуточных поисках участвуют близкие родственники семьи и односельчане. Им необходима помощь волонтеров и специальная техника. Установлена причастность двух жителей Каахемского района к совершению убийства несовершеннолетнего, один из которых является его родственником. По версии следствия, в ночь с 19 на 20 октября в частном доме по улице Енисейская, села Буренхем Каахемского района, во время совместного распития спиртного тремя ранее знакомыми мужчинами, в том числе несовершеннолетним, между дядей и несовершеннолетним племянником возникла ссора, переросшая в драку. В ходе драки мужчины поочередно нанесли удар обухом топора по голове, ножом в область грудной клетки несовершеннолетнего потерпевшего, после чего сбросили его тело в реку. По поручению прокурора республики организована проверка по факту исчезновения Найдана Пельчима. Далана Тунмат, Марат Энмекей, 108 канал.